В честь 90-летия Коми-пединститута в Национальном музее республики открылась уникальная выставка. В экспозиции представлены редкие фотографии и интересные факты о старейшем вузе нашего региона. Одним из первых на выставке побывал Евгений Стокас. С 1932 по 2014 новая выставка в Национальном музее, посвященная первому учебному заведению в Коми АССР пединституту, показывает ключевые вехи в его очень разной жизни. В фотографиях, книгах, хронике «Водоворот». Первые студенты, репрессии против педагогов, война, послевоенное время и период расцвета. Мы решили рассказать о судьбах людей, которые стояли у истоков организации пединститута. Мы обратили внимание на выпускников пединститута. Часть выпускников стали известными журналистами, писателями, поэтами. Действительно, на стендах множество знакомых, если можно выразиться, медийных лиц. Казалось бы, вот весь путь вуза на ладони, но в истории пединститута до сих пор немало неизвестных страниц. Вот этот советский телефон здесь стоит не просто так. Мало кто знает, но с 1957 года на крыше Коми государственного пединститута работала смотровая площадка, с которой наблюдали за искусственными спутниками Земли. И о том, как это было, можно услышать прямо по этому телефону от непосредственного участника событий. Астрономической площадке по оптическому наблюдению за искусственными спутниками Земли. А вот и голос на другой стороне телефонной трубки. Вячеслав Попов 1,5 года проработал на той смотровой площадке, а позже стал одним из летописцев пединститута. Дело в том, что я фотографированием всю жизнь занимался. Многие события в Коми-пединституте я фотографировал на фотоаппарат, потом на видеокамеру. Поэтому у меня очень богатая, так сказать, очень богатый фонд фотографий. Ну и, как говорится, еще какие-то материалы по просьбе конкретные. Выставка в Национальном музее проработает до мая. Она не только приоткрывает завесу над неизвестной стороной КГПИ, но и здорово погружает в ушедшую и для многих прекрасную эпоху. Евгений Стокас, Артем Соколов, Юрган.